В эфире новости спорта. Здравствуйте. Российские спортсмены завоевали серебряную медаль. Шестой соревновательный день юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в Лозанне. Копилку пополнила команда по биатлону в составе Алены Моховой, Анастасии Зеновой, Дениса Иродова и Олега Домичика. Помимо этого, россияне завоевали 8 медалей в различных дисциплинах, выступая в одной команде с иностранными спортсменами. Эти награды в медальном зачете учтены не будут. Сборная России продолжает лидировать в гонке медалей, завоевав 15 наград. На втором месте идет команда Швейцарии, у которой 13 медалей. Третье место с 5 наградами занимают японские спортсмены. Игры в Лозанне завершатся 22 января. Экипажи команды КамАЗ-Мастер вновь заняли все 3 лидирующие позиции в ралли-рейде «Дакар». В Саудовской Аравии прошел 10-й этап марафона, протяженность которого должна была составить 534 километра. Однако из-за плохих погодных условий организаторы решили остановить соревнования. Поэтому результаты 10-го по счету отрезка были зафиксированы по отметке 223 километра. В итоге первое место занял Антон Шибалов, второе – Дмитрий Сотников, тройку лидеров замкнул Эдуард Николаев. В общем зачете грузовиков по-прежнему лидирует Андрей Каргинов, причем он опережает ближайшего преследователя в лице Шибалова на 36 минут. На третьей позиции идет белорус Сергей Вязович на МАЗе. Ралли-рейд завершится 17 января. Сборная России по гандболу со счетом 28-31 проиграла команде Дании в заключительном матче предварительного раунда чемпионата Европы. Турнир, в котором разыгрываются путевки на Олимпийские игры, проходит в Швеции. Самым результативным игроком матча стал датчанин Миккель Хансен, забросивший 7 мячей. У россиян самым точным был Игорь Сорока, на счету которого 6 голов. Сборная России потерпела поражение во всех 3 матчах предварительной стадии и заняла последнее место в группе И. Возглавила квартет команда Венгрии, записавшая в свой актив 5 очков. Далее идут сборные Исландии и Дании, набравшие 4 и 3 очка соответственно. Таким образом, мужская сборная России пропустит 3-ю Олимпиаду к ряду. Баскетболисты российского клуба «Зенит» обыграли испанскую «Басконию» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 72-66. Самым результативным игроком матча стал форвард россиян Уилл Томас, набравший 19 очков. В составе «Басконии» самым точным оказался защитник Ник Стаускас. На его счету 15 баллов. «Зенит» одержал 2-ю победу к ряду. Команда занимает 17-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 пунктов. «Баскония», у которой 14 баллов, располагается на 14-й позиции. В следующем туре «Зенит» на своей площадке встретится с испанской «Валенсией», а «Баскония» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Обе встречи пройдут 17 января. ПСЖ одержал победу над Монако в выездном матче 15-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. В составе парижан дубль оформил Килиан Мбаппе. По одному разу отличились Неймар и Пабло Сарабия. Единственный мяч монегасков забил Темуэ Бакайоко. Российский полузащитник хозяев поля Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте. ПСЖ прервал беспроигрышную серию Монако, которая составила 5 матчей. Столичный клуб продолжает лидировать в таблице чемпионата, имея в активе 49 очков. Монако занимает 9-ю строчку, набрав 29 пунктов. В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет с Лилем, а Монако на своем поле примет Страсбург. Воспитанник якутской футбольной команды «Пульс» Артем Соколов, ныне выступающий за столичное Чертаново, признан лучшим игроком Москвы среди юношей 2003 года рождения. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Церемония награждения прошла в рамках общего собрания Московской Федерации футбола. В первом круге юношеской лиги России Артем в составе Чертанова провел 11 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Также якутянин был включен в символическую сборную лучших игроков первого круга соревнований. Уверенная игра Соколова не осталась без внимания тренерского штаба основной команды Чертанова, выступающей во 2-й по силе лиги страны. В конце декабря Артем дебютировал в главной команде клуба, а затем отправился с ней на тренировочные сборы в Турцию. В составе юношеской сборной России среди игроков не старше 17 лет якутянин провел 3 матча на чемпионате Европы, где отличился 3 результативными ударами. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни российского и мирового спорта.